Здравствуйте, уважаемые телезрители! Продолжаем собирать инициативную группу в поддержку идеи увековечивания памяти жертв политических репрессий на территории Мордовии. Вот нам кажется, что она должна быть выражена в форме крепления мемориальных досок на стенах последнего места жительства репрессированных наших земляков, в форме установки в центре Саранска памятника жертвам политических репрессий, организации в одном из исторических зданий Саранска музея памяти жертв политических репрессий. И так как, к счастью, нашли уже часть захоронений репрессированных наших сограждан у богоявленских родников на юго-западе Саранска, то там нужно возвести мемориальный комплекс со всеми вытекающими отсюда и оформлением, и чтобы это было достойно для того, чтобы люди туда приходили, вспоминали, и чтобы это все было цивилизованно и достойно общества уже 21 века. Хотя, кстати, вот Виктор Александрович Маргулис, Виктор Александрович, всегда в книгах, даже в 19 веке, пишут такую фразу, что это должно быть достойно нашего 19 века, и каждый век считают, что уж пора. Виктор Александрович – это доктор физико-математических наук, профессор, он основатель научной школы и лаборатории физико-наноструктур, председатель регионального отделения нанотехнологического общества России, ведущий научный сотрудник кафедры экспериментальной и теоретической физики. Виктор Александрович, вот хотел вас спросить, как вы считаете, почему в российском обществе, если, конечно, можно так назвать, конечно, общества у нас нет в России, только мы так говорим, но в России люди обсуждают, слава богу, вопросы итогов, какими должны извлечь итоги из Второй мировой войны, как бы нравственные, моральные итоги, как нам себя вести, как гражданам, чтобы этого не повторялось. Но итоги, которые должно извлечь общество из массовых политических репрессий, мы как бы эти уроки не извлекаем, потому что не обсуждаем, хотя погибло в массовых репрессиях политических на территории Советского Союза всего лишь, наверное, раза в 2 меньше людей. Но если бы этих репрессий не было, то, во-первых, военачальники, большинство талантливых военачальников, которые были не лизоблюды, которые были профессионалы, их репрессировали, и когда началась Великая Отечественная война, у нас этих военачальников не было, поэтому потерь было в разы больше. Дальше, мы бы, если бы не репрессии и не наша вот такая милитаристская политика, мы бы заключили мир с сильнейшими странами мира того, и для сохранения Лиги наций. А мы рыли яму для того, чтобы уничтожить Лигу наций, чтобы этому Западу было как можно хуже, чтобы они, понимаешь, там эти капиталисты, они немножко ошиблись и сами себе яму вырыли. И последнее, по итогам Первой мировой войны Германии было запрещено иметь такую сильную армию, запрещено им было иметь вооружение. А мы, начиная с начала 20-х годов, стали вместе с ними и химическое оружие их развивать, и обучать их танкистов и летчиков. И как началось развитие химического оружия, взаимодействие с Германией в рамках создания химического оружия. Опыты производились в центре Москвы. Германия привозила препараты с химическим оружием для испытаний. А мы что мы можем предоставить? Мы предоставляли наших заключенных. И над заключенными в центре Москвы производились опыты. Заключенные думали, что их освободят, но, понаблюдав несколько дней над их мучениями, их пристреливали. Вот так мы начали рыть яму сами себе. Вот почему же мы так мало обсуждаем именно репрессии, хотя в этом все, истоки? Не знаю. Понимаете, на мой взгляд, все события, что связаны со Второй мировой войной, или, как мы говорим, Великой Отечественной, они описываются у нас, сказать честно, не совсем справедливо и правильно. Во-первых, война шла официально между нами и Германией. Но ведь это же неправда. В войне принимали участие Италия. Пожалуйста, их части стояли под Сталинградом. В войне принимала участие Испания, Португалия. Румыния, да. Военные заводы Чехии
Чехословакии тогда, работали во всю Ивановскую. Военные заводы Франции также работали на Германию. Добровольно? Воевали там и фактически почти со всей Европой. Ну, не участвовал там Швеция, Швейцария, и то они не участвовали людьми. А своей промышленностью еще как участвовали. Поэтому, по сути говоря, Вторая мировая война, в отличие от Первой, Первая мировая война, ну, там и заодно с Англией, Францией, США воевали, так? Здесь США подключилась в 1944 году только. Англия, по сути, воевала только на своей территории. Франция вообще была выбита из войны французской промышленностью, пользовалась Германией. Почему же мы считаем, что война шла с Германией? С Европой война шла, с большей частью Западной и Средней Европы. Румыния тоже принимала участие в войне на стороне Гитлера. Но это уже после того, как их оккупировали. Это уже не добровольная поддержка Германии. Нет, добровольно. Португалию никто не оккупировал. Италию до того времени тоже не оккупировал. Испания принимала участие в войне, испанская дивизия вообще здесь воевала. Поэтому, ну, это не совсем честно было так сказать. Получается, что Германия, имея население меньше, чем Советский Союз, вела 4 года войну. Не Германия вела 4 года войну, а Европа. Это уже совсем другое дело. Да, не вся Европа, ряд стран не участвовал. Но это немного по сравнению с тем, которые участвовали. А давайте тогда вернем ваш тезис, еще зеркало сделаем. А до 1941 года кто воевал вместе с Германией против Франции, против Англии? Разве не Советский Союз? Ну, по крайней мере, в разделе Польши мы участвовали. Что уж говорить-то даже нечего. Литву, Латвию, Эстонию, часть Румынии, Финляндию. Это мы все вместе. Так что мы тут, нам нечего на зеркало, мы тут... Но... Многое натворили мы. Ну что говорить, государство, даже государство осудило сталинский режим. Как режим, неприемлемый в демократической стране. Но ведь дело в том, что Сталин-то был не один. Его же поддерживало очень довольно широкое, как говорится, население России. Широкое в смысле разное. И рабочие, и колхозники, и интеллигенция. Ну не все, часть, но значительная часть. Иначе бы ничего не вышло, как сами понимаете. Ну вот. Теперь, что касается репрессий. Не надо забывать, что эти репрессии были поддержаны нашей интеллигенцией. В том числе Алексей Максимович Горький лично ездил на строительство Беломор-Балтийского канала. И в ОГПУ висела его надпись, и исследователи говорили, если враг не сдается, мы его уничтожаем. Вот они уничтожали. И несмотря на то, что ряд писателей, известных, ну, в первую очередь Александр Исаевич, конечно, Солженицын и другие, достаточно вспомнить о женских лагерях, замечательно написала наша писательница. На ее основании ее вещь была создана драма, если не сказать трагедия даже, как они там жили в этих лагерях. Но вы понимаете, какая вещь. Не прониклись мы еще до конца чувством нашей ответственности за все это. Наших родителей, даже дедушек и бабушек. К сожалению, ну сказать нечего. Если там про Вторую мировую войну написано 1000 томов, и те, значит, генералы, которые там победили фашизм, и просто там знаменитые советские писатели, такие как Симонов, описывали войну. То, что касается вот второй части, что касается репрессированных, ну, конечно, так, можно сказать, особенно никто и не описывал до Солженицына. Нет, ну вот после того, как книги Солженицына
Гинзбург вышли. Ну, еще кое-что там было. Варлам Шаламов написал знаменитый своих рассказов. Но хочу сказать следующее. Население это не пережило. Вот если война коснулась почти каждой семьи, везде есть и убитые, и раненые, то вот это коснулось все же не всех. И поэтому, ну, эта тема далековата от населения. А подъем рук, расстрелять троцкистов, вот это коснулось всех? Вы понимаете? Диверсантов, террористов, понимаешь, миллионы людей в террористы А в зачислили. Европе что было? Ну, то же самое. Но это было... Но ведь цивилизованная Да, в Германии, страна, да. Германия, цивилизованная. Ну, почему мы говорим только про Германию? А Австрия, аншлюз. Он же что, добровольным ведь был? Это же не то, что их заставили. Много можно вспомнить нехорошего. А промышленность Соединенных Штатов, пока Штаты были не в войне, она разве не помогала Гитлеру? Помогала, еще как. Да если бы все бы были против, куда бы Германии делась, ничего там нет, кроме угля и стали. А этого недостаточно для того, чтобы участвовать в современной войне. Нужен алюминий, нужна электроэнергия, нужны там нефтепродукты и прочее. То, чего в Германии у самой не было. Если бы захотели, так ничего бы этого не было вообще. Ну и, в общем-то, надо сказать, что тема эта очень сложная. Но с другой стороны, мы же обвиняем ту же Польшу, что вот она там разрушает могилы наших солдат. Мы обвиняем Украину, другие страны, которые этим занимаются. Но мы должны позаботиться. Вот об этих больше никто заботиться не будет, кроме нас. Это наши граждане. Они здесь родились, здесь они были уничтожены, будем говорить честно. Вот. И, естественно, наша страна за это несет ответственность прежде всего перед этими людьми. Ну и, в общем-то, их родственниками, детьми, которые ну, не получили полноценного детства. Родителями, братьями, сестрами этих людей. Некоторые ведь даже не знают, где они похоронены. Вот вы рассказывали, что на территории Саранска нашли эти захоронения. Ну это вот скажите, вот это вот вообще, ну можно себе представить, что почти чуть ли не в центре города тут такое дело творилось? Ну, значит, еще цивилизация не пришла в те времена к нам. То есть вот очень это похоже на вот что, когда в Германии вплоть до конца 60-х годов большинство жителей Германии считало, что все-таки Гитлер самый выдающийся руководитель страны. Хотя во время, когда Гитлер был жив, они себя оправдывали тем, что мы боимся сказать правду, потому что нас придут и репрессируют, но на самом деле это было лицемерие, потому что Гитлер уже 20 лет умер, а они все равно, значит, проблема-то не в Гитлере, Нет, а проблема в том, что мы лучше узнали немецкое общество, что оно нуждалось в таком человеке. Слушайте, а как они его поставить-то смогли? Человек, не имея толком никакого образования, пытался что-то стать художником, не стал. Не имея толком никакого образования, вчерашний ефрейтор вдруг становится президентом. Вы понимаете? В любом карьерном росте есть ступени. И человек, не освоив одну ступень, не может стать на другую. А если он туда лезет и становится, то, как правило, это кончается и для него, и для остальных трагедией. Трагедией кончается. Виктор Александрович, он так стал. На него вот часто обвиняют демократию в приходе Гитлера. По выборам за него проголосовало меньше трети населения. Но он пришел к руководителю Германии и сказал: у меня есть компромат на твоего сына, что он замешан в коррупции. И он, чтобы Гитлер не разгласил эту, назначил его заместителем. Потом руководитель умер, Гитлер стал запрещать все оппозиционные партии. Вот так. Я боюсь, что этим Гитлером тоже как-то кто-то руководил. Потому что не может человек, который в этом деле, в руководстве людьми, ничего не понимает,
Ну там бюрократия же осталась прежняя, он же не нормальная влез. была бюрократия. У них был достаточно высокий уровень жизни. Они справились с кризисом. Вот. Ну, правда, надо сказать, что и Гитлер тут помог справиться с кризисом. Он организовал строительство дорог, автобанов вот это. Но тем не менее. Он любил автомобили, потому что он любил кататься, и он поэтому себе Не дороги. знаю, для себя это делали, для всех. Но факт остается фактом. Ну, странно мне, что необразованный человек, малокультурный, может так высоко залезть. Значит, в стране не существует, как бы сказать, системы кадровой подготовки. В стране, где есть такая система, никто не возьмет. Вы понимаете, когда говорят, что вчера он, значит, кончил университет как менеджер, и завтра его ставим директором завода. Все же понимают, что это глупость, что так быть не должно, что не сможет он просто работать. Он должен пройти определенные ступени, поработать там в цехах, там прочее, в конце концов, ну там где-нибудь подальше уже. Ну пусть даже он такой молодой, талантливый, что в молодые годы станет директором. Но в молодые, но не в юные, понимаете. А кто ответственный за то, чтобы создать в обществе систему кадровой подготовки? Государство ответственно. Это именно задача, я считаю. Ну, вы говорите государство, звучит очень красиво. Но вы имеете в виду чиновников, которым как бы плевать на все. Вы на них, может быть, все-таки общество гражданское должно быть? Ну, общество, конечно, должно быть и должно влиять на государство. Но я хочу сказать, что это за государство, в котором все чиновники там воры, понимаете? Такого быть, разумеется, не должно. Должна быть система, которая все-таки на место ставит. Но государство такое, какое общество, да ведь? Все-таки первично это все-таки общество. Какой уровень культурного развития общества, в каком оно государстве и лидере нуждается, такое и приходит. Вот у нас учредительное собрание. 80% на учредительном собрании проголосовало за социалистов, то есть которые говорили, мы будем нарушать права собственности, мы будем террор. Так вот вам и устроили террор. И вот люди, получается, мечтали об этом, но думали, что это коснется другого. Низкий уровень гражданственности в обществе, больше ничего. Только что низкий уровень. Но ведь кто в этом виноват? Это же надо детально историкам исследовать. И до сих пор, я хочу сказать, это не исследовано по-настоящему. Причины вот революции, ведь они остались для нас еще не совсем понятными. Почему? Ведь это не только в России была революция. Революция была и в Германии. Так? Тоже там была революция. А почему вот даже в странах Европы в каких такая революционная обстановка? Как вы считаете, почему? Ну, может быть, какие-то демократические права надо было вводить постепенно, а не с такой скоростью. Возьмем, например, вот Италию. Ну, страна высочайшей культуры, все такое. Как Муссолини там попал? Как мог такой человек стать главой государства? Да это же замечательно. Есть лидер, он все решает за нас, нам ничего не надо делать, участвовать в политике, нам нужно заниматься только своей семьей, а он все за нас решит. Это же так хорошо, когда кто-то за тебя-то все решает. Ну, вот очень когда удобно. народ к этому готов, когда он подготовлен, прессой, например, к тому, что вот, ну, такое возможно, так он может к тому и соглашается. Люди же, понимаете, ну, не занимаются они проблемами, которые слишком далеки от их понимания. Ну, это где-то происходит. Это происходит далеко, не здесь, не рядом. Ну, а когда вот рядом, потом оказывается тоже, тут да, тут возникают проблемы большие. Значит, нельзя быть равнодушным. Это в перспективе опасно. Ну, вы понимаете, это люди понимали и во время войны, и до войны, и после войны. Написал прекрасное произведение Леон Фейхтвангер. Ну что, помогло? Да, написано все, как человек потом пострадал за то, что считал, что это его не касается. Ну, дальше-то. А Фейхтвангер тот, который вначале был очарован Сталином, которому лапшу на уши вешали, но он, как писатель, был такой, видимо, эмоциональный и доверился вот этим вымышленному миру Сталина.
драматурга. Ведь, надо честно сказать, европейская интеллигенция была очень левая в 30-е годы. Да. Она была очень левая. Вот. И не скажу, что у них не было оснований бороться с правыми силами, потому что правые силы, в конце концов, привели к власти Гитлера. Правые силы устроили фактически войну. И они, может быть, рассуждали так, что, может быть, Сталин будет неким хотя бы тормозом. Ну, как вы видите, тормозом он не стал. К сожалению, не стал тормозом. Как будем преодолевать? Вот получается, в Германии до конца 60-х годов только стало действовать вот тот, то есть как война закончилась, через лет 10 интеллигенция, получается, включилась в преодоление гитлеризма, и еще несколько десятилетий прошло, прежде чем половина населения стала все-таки выступать против такого типа руководителя и такого снятия ответственности с себя. Вы знаете, не совсем все может сделать та же интеллигенция. Во-первых, она тоже неоднородна. И часть интеллигенции так считает, а часть наоборот. Это раз. Во-вторых... Большинство интеллигенции безответственно, как и все общество. Конечно, конечно. И политически И она безответственно. тоже не хочет брать на себя никакую ответственность. Да. Зачем рисковать? Это и зарплаты хуже, и работа менее оплачиваемая, и в целом риски повышаются. Пусть кто-то другой, сосед за меня. Вот я скажу, результат Второй мировой войны, тот результат, о котором, может быть, не говорят. Я работал в Германии, поэтому знаю там ситуацию. Какие годы? Понаслышке. Это где-то уже было, наверное, лет 15 тому назад. В начале 2000-х. И скажу, что сравнить то, что было до войны в Германии, там была физика, там была химия, там была биология, там были гуманитарные науки, сильно развиты, сильнее, чем в Америке. И что мы получили? Теперь этого не Шрёдингер. Да, основоположники квантовой механики, Гайзенберг, Шрёдингер, там вообще, там Эйнштейн работал в конце концов. И потом они по всему миру, от Великобритании до Америки, спрятались. В основном они спрятались в Америке, что там говорить. Отсюда и развитие американской науки пошло. И Кто-то раньше атомной физики. из Европы считалось поехать в Америку, В деревню, да? Да. Культуры-то нет. Я сам видел, не надо рассказывать, сам лично видел плачущего немца, который должен был поехать работать в Америку. И что он, я говорю, в чем дело, я никак не мог его понять. Оказывается, у него жена скрипачка. И что она будет делать в Америке? Там народ не ходит слушать симфоническую музыку. Вот что. Понимаете? Культура не так, как в Европе. Да, сожалеют, понимают, но это все слова. Реальных шагов, которые бы, говорили о том, что люди все поняли до конца. И теперь уж они, как говорится, в эту сторону не взглянут. Вот нет у меня такого, понимаете? Нету. Пока есть такая несправедливость со стороны Европы по отношению к России, нечего говорить, что все поняли. Не надо это даже вспоминать. А вы что под несправедливостью имеете в виду? Я имею в виду отношение к Путину. Я имею в виду отношение, как они выражаются, к аннексии. А на самом деле, мы знаем, как было с Крымом. Никакой там аннексии не было, они сами проголосовали за то, чтобы войти в состав России. А если бы не проголосовали, что бы от этого Крыма осталось? Я имею в виду ситуацию с войной в Грузии, между Осетией и Грузией. Везде Запад был не на нашей стороне. Ладно, тут спорить тут не буду, но вот хочу спросить. Получается, в Германии почти только десятки тысяч солдат
воюющих во Второй мировой войны не найдены. У нас не найдены миллионы. И это следствие того, что государство считает, что это не приоритетная задача. Она в основном решается, эта задача, за счет вот энтузиастов, типа поисковых отрядов по всей стране. Да. Дальше. Репрессии осуждены. Осуждены и в Германии, и в других странах. У нас эта тема табу, значит, места захоронений или заросли, или они, во-первых, большинство засекречено, сами архивы, касающиеся вот этой правды жестокой, она во многом засекречена. Да даже архивы, касающиеся Второй мировой войны, тоже частично вот самые такие необходимые, казалось бы, они в общей массе занимают меньшинство, но вот касающиеся там решений Сталина, тоже историки, архивисты говорят, это до сих пор засекречено. Вот это как мы будем расшивать узел. Это же мешает науке, мешает общественному развитию, общественного самосознания. Ну вот, понимаете, это, конечно, большая проблема. Я, кстати, сам тоже не знаю, как ее решить, потому что, откроется, вот вы сами понимаете, вот эту яму открыть, да. И как будут реагировать родственники не только тех, кого расстреливали, а родственники тех, кто расстреливал. У них же тоже есть родственники. Готовы ли наше общество правильно воспринять все это, я не знаю. Честно говоря. Очень спорный вопрос. Очень спорный вопрос. Но наука превыше всего, Виктор Александрович. Ой, историческая наука. Это же для чего нужна наука? Чтобы нам лучше всем жилось. Если мы говорим, что вот совершено огромное зло, и мы говорим, мы не будем, лучше мы эту закроем простыней, и 2000 лет мы не будем это обсуждать, потому что мы потревожим несколько тысяч людей. 2000 лет это никому не нужно. Ну я утрирую, но это наука, мы должны, уже 80 лет прошло. Да, несколько тысяч людей будут страдать, потому что тяжело знать, что твой родственник... Так у нас вся страна поднимала руки за эти расстрелы, вся страна участвовала, даже своим равнодушием она участвовала в этих репрессиях. Мы все виноваты. Ну не красит это нас, поймите. Этой ситуации нас не красит. А замалчивание вдвойне это не красит. Если мы, во-первых, вот такая у нас история наших родных, а если мы еще и замалчиваем это вдвойне говорит о нас. Мы должны открыть глаза потому что это же до сих пор все продолжается. Мы же равнодушны. Дело не только в этом. Мало того, что мы равнодушны. Дело в том, что мы не делаем то, что надо делать. Вы покажите, что могилы солдат, которые погибли во время войны, здесь ухаживают за ними, и они находятся в подобающем виде. Это так разве? Я не уверен, что это так, далеко. И у нас машины ездят на могилах советских воинов даже больше, чем в Европе. Но у нас мы это замалчиваем, потому что мы хорошие. А там, понимаешь, проехали по одной могиле, вот вы выступаете. Так везде есть хулигане по всей стране, по всему миру. Но мы почему-то свои, когда мы свои памятники разрушаем. Надо с себя и начать. Вот, согласен. Надо начать с себя, и тогда и проблемы будут меньше. Вот. В Германии памятники разрушают, это сам видел, это правда. Вот. Не разрушают? Нет. Угу. Советские имеется в виду, да? Советские? Да. Нет, вот все нормально, ухаживают за ними. А какое для них это унижение? Великий германский народ, великая империя, и оказалось мы в таком преступлении. Какое для них унижение? Но благодаря осознанию этого унижения, их экономика развитие России, там развиты самая передовая страна. Они живут как прекрасно, у них наука. Вот, кстати, вот этот вопрос так. ваш. А почему так? Я могу ответить на него легко. А вы сделаете вывод о том, кто чего замалчивает. Угу. Разве Германия столько тратит на вооружение, сколько Россия? Им вообще, к счастью, запрещено. Ну так вот они развиваются, а мы-то тратим. Опять же, противостояние не между Германией, допустим, и Россией, а между Европой и Россией. А это уже разные вещи. А плюс к ним США добавляется. Так мы вынуждены держать порох сухим. Нам куда деваться-то? А, вы считаете, правильно тратим, да? Потому что все Я нас считаю, ополчились. Ну а куда деваться? Все враги вокруг, на нас все ненавидят, нужно держать армию.
они не то чтобы нас ненавидят. Так? Они хотят править сами, без всякой России. Везде. Ну, хотят править. И хотят на нас напасть армией, да? Ведь для Они, чего нам наверное, армия? забыли, что эти страны, они были колониальными. Сколько лет те же англичане грабили Индию. И жили за этот счет. Но Россия до сих пор колониальная страна. У нас же имперский принцип, у нас есть Москва, и оттуда распределяются деньги колониям. Вы В том знаете, числе Подмосковью. Но Мы же... англичане из колоний брали деньги в метрополию. И мы пушнину, и все зерно берем. Это пушнина, это копейки. в метрополию. я помню. А сколько давали? Нефть, природные ресурсы мы берем. Нет. В Москву все доходы. Прибалтика жила гораздо лучше центра России. Не надо говорить. Потому что хотели их удержать. Потому что хотели показать Европе. И Европе тоже. То же самое ГДР, Венгрия. Они жили неплохо. Я уж молчу про А Югославию. сейчас еще лучше живут. Да. Но только вспомните, что кроме Венгрии и других частей бывшей Австро-Венгерской империи, есть еще Югославия. Она лучше живет. Нет, она нет. А там почему? Там национализм, опять империя, имперский принцип. Она Мы на сейчас кого объединим нападала, серб- национализм. Она ни на кого не нападала. Так на нее приехали американцы, западноевропейцы и кидали бомбы на нее. Вот. Это нехорошо. Это И произошло плохо. Это только по плохо. одной причине. Что благодаря нашей политике в это время мы так ослабли, что не могли ничего противопоставить Европе и Америке. Но мы должны ли так же себя вести, как Америка, если мы осуждаем Америку в этом по бомбежкам Конечно, не Югославии? должны. Не должны. А должны осудить вот то применение в отношении Югославии. Должен Это, собраться. в общем-то, делается. Там было нарушение международного права, действительно. И Европа не А поддерживала. где оно международное право? Вот оно Его такое. уже и нет. А Кто? кому, вот опять, а кому оно нужно, международное право? Вот мы Лигу наций, понимаешь, разрушали в 20-х годах. Кому мы яму вырыли? Может быть, оно нам тоже нужно, это международное право? Да не думаю. Думаете, мы Потому что обойдемся... нам создали условия, когда мы вынуждены выйти из Совета Европы, из других международных организаций. Еле держимся на ООН. И то пока. Еле держимся. Они же нам привыкли командовать везде. А ООН нужно сохранять? Я считаю, да. Но только при условии, что будет международное право. Сейчас его пока что нет. Вообще нет. Они разрушили вот за небольшой промежуток времени такие крупные страны. Ирак, Ливан, Ливию. Если бы не мы, была бы там же и Сирия. И так уже там поразрушали полсирии, туда нет. Вы понимаете, такой агрессивной политики Европы, там население ничего этого не знает. Вот поверьте мне на слово, я слышал, как немцы обсуждали Чечню в те времена, когда это было актуально. Ну, вот знаете, совершенно неграмотно. Интеллигенция ничего про это не знала. Она и слова-то Чечню не знала. Не надо изображать, что они в курсе, из чего состоит Россия. Но тем не менее, в России все-таки даже при царе такого поведения, как в Америке с индейцами, не было. Ни с кем. Подчеркиваю. Да, были там репрессии каких-то конкретных народов, тех же немцев Поволжья, ингушей и так далее. Но все-таки их не убивали. Ну, в конце 19 века черкесов зачищали просто. Там, где Сочи, там просто была массовая зачистка всех. Это тоже частично, в кавычках, геноцид. Понимаете, не условно. убивали, по крайней мере. Убивали. Массово. Десятками тысяч. Десятки тысяч, это не миллионы, как потом было. Ну и Америка осудила индейцев. Конечно, это ужасно. Уничтожать вообще любые формы геноцида, которые были практически во всех странах, они должны быть осуждены. И молодцы, Америка. Они с удовольствием осуждают нас, но не любят, когда говорят про них. Поэтому это не воспринимается как справедливость. Потому что политика двойных стандартов, которым пользуется Европа, Все надоела пользуются. уже всем по горло.
Вообще все государства пользуются этой мерзкой тактикой. Она в чем плоха? Она антинаучная. Потому что это ложь. Это и ложь, во-первых, а во-вторых, это нарушение законов. То есть, а кто должен это сделать? Да, у чиновников всего мира не получается. Значит, опять же, гражданское общество всего мира должны создавать международное право, устранять нарушения, вот эти двойные стандарты. И Это говорить... очень сложная проблема. Очень сложно. А как вы относились вот, к войне в Чечне? Я относился плохо к войне в Чечне. Со всех точек зрения. Во-первых, я считаю, что бомбить мирные города нельзя. Да. Извините. Может оказаться, что воюют одни, а гибнут другие, понимаете? 300 тысяч мирных жителей примерно было Понимаешь, что убито. раз там идет война, значит там и смерть. А кто этого Дудаева вынул и поставил? Советский генерал, сторонник советской власти. Жена русская. Ну, понимаешь, Ничего не говорит. Жена может быть любая. ну, в смысле, он не русофоб был. Он не был русофобом, но... Первоначально. Это наша точка зрения, а то еще под статью попадем. Нет, Это я наше не мнение, да. считаю, что он русофоб был, объективно. Ну, Просто он не годился для этой должности. Вот что я хочу сказать. но его избрал чеченский народ. Как мы можем говорить? Вот его А кто избрали. подал Это ему? уже не наше дело. Ну, нет, это не независимый выбор, не надо. Его Руслан Имранович, это самое, под Да, 40 он год. помогал ему. Да. Но, тем не менее, избрали. Или мы будем здесь решать из Мордовии, чьи мы выборы в регионах признаем, чьи не признаем. И будем менять танками выборы. Вот, допустим, Мордовия у нас избрала Владимира Ну, Дмитриевича. действительно. Нельзя же танками наш выбор, кто-то у нас голосовал, кто-то нет. Ну, нельзя же так решать этот вопрос. Ну, вы об этом Ну, и я сказали. согласен, да, это надо, конечно, не так решать, согласен. Но дело-то в чем? Вы понимаете, дело в политической структуре общества. А кто сказал, что на каждое там, может быть, миллион населения должен быть, как в Соединенных Штатах, губернатор? Это кто сказал? В других странах-то нет. Нет такого в других странах. Только у нас. Зачем нам нужен начальник на такой мелкий, как говорится, на такую мелкую территорию с небольшим населением? Но если не будет начальника, нас объединят, тогда потеряем Так вот и государственность, и хорошо. за которую боролись. Пусть государственность будет, только, ну вот, в рамках все-таки хотя бы 5-10 миллионов человек. Да где же мы наберем Ирзан, Макшан? Тут же, ну в том числе и русских, но и других, но тут же фишка-то в том, что хотят Надо сделать уважение. так, чтобы было оптимально для всех. Не надо делать, чтобы было оптимально для кого-то. Если будет оптимально для всех, то и народ с этим согласится. Но Но надо это думать. очень жесткую Дискуссия радикальную должна реформу. быть. Да. Сделали реформу, и получается, что какой-то небольшой округ, в котором может население 100 тысяч человек, иметь такую же самостоятельность, как город Москва. Это справедливо вообще? Там 12 миллионов, а там, допустим, 100 тысяч. Ну, с Москвой сравнивать не будем, потому что там деньги все забирают. А если, допустим, Екатеринбург, Нижний Новгород, да, вот, или даже равноправны. Я считаю, в этом вопросе пусть пока компромисс в обществе, я думаю, консенсус имеется в виду. Я думаю, это трогать не поддерживать. консенсус это хорошо. И самое главное, у нас нет терпения. Вот нам очень нужно терпение. Вот все это, значит, надо делать потихоньку. Не так, что вчера ничего не было, а чтобы сегодня уже все было. Эволюционно. Для этого политика существует. И эти проблемы с казненными людьми надо решать постепенно. Я не считаю, что нужно так. Завтра, чтобы все было сделано как в хороших местах. Да? Не получится так. Не получится. Надо постепенно решать все проблемы. Виктор Александрович, вот вы еще такую тему очень жесткую затронули по поводу того, как был осуществлен геноцид индейского населения. По сути, он 19 век длился.
потому что нужно было очистить территории, и их очищали вот такими методами. Массового убийства, уничтожения культуры, вот все, в общем, признаки геноцида. Да. Еще сравниться, наверное, на втором месте, может быть, или на первом, Мао Цзэдун. Тоже там десятки миллионов были уничтожены им. И, конечно, вот наши так называемые политические репрессии в Советском Союзе, наверное, на третьем месте. Но есть еще вот интересный момент, я хотел вас спросить. Вряд ли кто-то сможет вот так, не шокируясь, ответить на этот вопрос. Значит, на территории в нашей стране большую часть времени практиковалась идеология государственного антисемитизма. Она была и до 1917 года, когда евреев всячески притесняли, им запрещали большинство видов профессий, а потом их осуждали. Видите, евреи занимаются торговлей, занимаются... Так вы запретили им сначала заниматься всеми видами профессий, а потом удивляетесь, почему они не хотят умирать с голоду, а занимаются какими-то видами новых профессий, там адвокаты или музыка. Дальше запрещено было выходить замуж, жениться, заключать сделки коммерческие с собственностью, если вот ты еврейской национальности. Запрещено было исповедовать виды культуры, говорить на языке национальном, вот идиш, иврит. Дальше, в 17 году, была вот эта русификация Александра III закончилась тем, что народы малочисленные, среди них вот появились вот такие террористы, которые вот учинили то, что произошло в нашей стране. А потом Сталин вновь возродил вот эту политику официального государственного антисемитизма, которая особенно обострилась, особенно проявилась во всей красе, вот то, как он хотел уже после войны. В 1946-1947 году было очень много памятников убитым во время Холокоста евреям. Сейчас я вернусь к этому вопросу. Значит, в Европе, в Советском Союзе на момент вот, начала Второй мировой войны жило 5 миллионов евреев. Больше 2 миллиона 700 из них было убито во время Холокоста. То есть больше половины евреев, проживающих в Советском Союзе, было убито во время Холокоста, а потом Сталин начал евреев обвинять, что они вражеский народ, хотя большинство людей среди всех народов Советского Союза для борьбы с нацизмом погибло именно среди евреев, а он стал их называть, что они фашистский народ, что они вражеский, антисоветский народ. Дальше. Во время Холокоста примерно во всех странах было убито, уничтожено варварски 6 миллионов евреев. Из них 2 миллиона 700 на территории Советского Союза. Но Сталин стал замалчивать историю Холокоста, потому что ему не хотелось выделять какой-то народ. Ему хотелось, что вот весь Советский Союз, который любит Сталина, одинаково пострадал, и не нужно выделять никакой народ и давать, соответственно, ему какие-то права. Все должны одинаково жить в рабстве, пока Сталин у власти. И когда война закончилась в 1946-1947 году, стали родственники евреев, уничтоженных в Холокосте, стали ставить памятники, множество памятников вот этим своим родным. И Сталин в 1947 году провел решение, что большинство этих памятников было уничтожено. И в 1947 году началось уничтожение еврейской культуры. Были уничтожены там 11 тысяч классов, которые обучали идишу, были все запрещены, 0 классов осталось. Еврейские театры, еврейские центры культуры, извините, что я так долго говорю, были уничтожены. То есть массовое было уничтожение еврейской культуры. Евреев стали признавать иностранными шпионами, антисоветским народом, который стремится всячески, чтобы хуже жилось советским гражданам. И причем Израиль, который был создан только благодаря тому, что Сталин это продвигал, потому что думал, что это будет такая подконтрольная территория, а они не захотели играть под дудку Сталина, и он стал нарушать все эти связи, и стал все, кто был связан с Израилем, их стал называть врагами народа, сажали в тюрьму, репрессировали. Как вы прокомментируете? Ну, знаете, что я хочу сказать? Что несомненно, что Сталин не был толерантным человеком. Он не был вообще европейцем, если честно сказать.
в каком-то смысле он ближе был к Азии. И вот этот азиатский стиль у него и был. Ну а что касается толерантности, вот всегда, когда говорят о евреях, забывают одну нацию, которая тоже был Холокост, которая также пострадала. Это цыгане. Да, правильно. Вот. Ну, понимаете, почему-то про цыган как-то не говорят. К сожалению, ну, у нас тут, как говорится, в предыдущие годы люди натворили кучу дел. К сожалению, воспитывали советского человека нетолерантно. Нетолерантно. Ну, не знаю почему. Ненависть к классовому врагу, к шпионам. Ну, да, вот ненависть к каким-то шпионам. Везде они шпионы вокруг нас, Реально везде. шпион. Столько шпионов нет ни одной страны. Миллионы шпионов насчитал Сталин, понимаешь, по всей Ну, стране. когда даже в стране там 500 шпионов, да, это очень много. Конечно, это разведке можно премии давать иностранные, если Да сотни. и не будет это работать, этот колхоз в разведке, так не будет работать. Их быстро изловят, и все, этим дело кончится. Это штучно, конечно. И вообще нечего гоняться за массовостью в любом деле. Ну, понимаете, какие хоры в школе.